Что было до создания кинематографа? Ответ на этот вопрос дает выставка «До кино». Она открылась в Чувашском художественном музее. Экспозицию привезли коллекционеры из Казани. Здесь представлены как старинные раритеты из мира анимации, так и приборы, воссозданные по чертежам XIX века. Причем их можно крутить, трогать и испытывать. Так с чего начиналась современная анимация, увидела Наталья Егорова. Все эти приборы можно по праву назвать предшественниками анимации. Это первые попытки оживить картинку, заставить двигаться человечков и животных. Конечно, больше они были похожи на приспособления для фокусников и первым зрителям напоминали ловкий трюк. Хотя и основано все было на серьезных исследованиях и умозаключениях, и никакой магии. Этот прибор называется фенокистископ, и это первая игрушка, которая показывала настоящую анимацию. Ее изобрели в 1832 году. Если мы раскрутим этот диск и посмотрим сквозь щели на противоположный диск, то увидим иллюзию движения. Происходило все это задолго до изобретения братьями Люмьер кинематографа. После фенокистископов были еще стробоскопы, зоотропы, которые воспроизводили, например, полет птиц. Сразу после фенокистископа сделали вот такой прибор зоотроп. Он тоже показывает анимацию. Его нужно раскрутить, опять смотреть сквозь щели. Это, правда, уже 3D-зоотроп, более продвинутая версия. Его изобрели в конце XIX века. Все приборы на выставке, за исключением тех, что за стеклом, можно и нужно трогать. Их по старинным чертежам воспроизвели казанские коллекционеры, любители анимации. А это проксиноскоп. Прибор, который в 1877 году запатентовал отец анимации Эмиль Рейно. Это первый прибор, который показывает анимацию без стробоскопического эффекта. Здесь был задействован принцип отражения картинок в зеркальной призме. И это уже максимально походило на анимацию. С такими приборами для зрителей устраивался настоящий оптический театр. Удивляет это зрелище и по сей день даже современных искушенных детей. Картинки понравились. Крутить и оживает. Детям будет полезна выставка тем, что они, во-первых, узнают историю, как зарождалась анимация. Во-вторых, они поймут суть анимации, как она появляется. А вот эта махина – воссозданный стереоскоп. Заглянув внутрь, можно увидеть изображение в 3D-эффекте. Этого удавалось достичь благодаря наложению двух фотографий. А вот реальные предметы из 19 и 20 веков здесь спрятаны под стеклом. Настоящие раритеты со всего мира собирались около 6 лет. Их бережно хранят и выставляют в одном из музеев Казани. А сейчас их можно увидеть и у нас. Выставка будет работать до 17 ноября. Наталья Егорова, Семен Антонов, Вести Чувашия.